Ветераны труда и заслуженные работники, молодые родители и многодетные мамы, малоимущие семьи и одинокие пожилые люди – разного рода помощь требуется огромному количеству людей. Это может быть как однократная мера, так и поддержка, оказываемая на постоянной основе. На обслуживании в Управлении социальной защиты населения по Алданскому району состоят более 16 тысяч человек. Это ветераны труда, ветераны тыла, участники войны, да? Это наши многодетные семьи, малоимущие семьи, также инвалиды. То есть это весь спектр, получается, услуг данной категории граждан. Одной из наиболее востребованных у населения мер является заключение социального контракта. Его механизм нацелен на то, чтобы помочь человеку выйти из кризиса. В рамках данного договора гражданин получает денежную выплату в размере, соответствующем его нуждам. Средства по соцконтракту могут быть направлены на поддержку самозанятости. Ежегодно, благодаря государственной поддержке, несколько жителей Алданского района начинают собственное дело. Также адресная помощь направляется на развитие сельского хозяйства. По личному подсобному хозяйству очень это эффективно, потому что люди хотят свое хозяйство держать и реализовывать. Кто мясо, кто яйца, то есть в зависимости, у кого какое направление. Некоторые именно на оленей у нас берут по этому направлению, да, кто лошадей. Соцконтракт подразумевает как поддержку самозанятости и развития сельского хозяйства, так и помощь малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этом году Алданскому району было выделено 33 квоты. Деньги, полагающиеся гражданину в рамках контракта, невозвратны. Единственным условием является использование финансов по целевому назначению. Полученная сумма может быть потрачена только на мероприятия, прописанные в договоре. Граждане могут у нас обратиться непосредственно как для приобретения одежды для детей дошкольного и школьного образования, на лекарственное обеспечение, да, где заключается с ними непосредственно до 6 месяцев и непосредственно программа социальной адаптации, в которой прописывается конкретно для каждой семьи индивидуально мероприятия, по которым они обязаны выполнить у нас. Также в том числе и сюда входит еще поиск работы. Наиболее многочисленную категорию клиентов Управления соцзащиты составляют ветераны труда Якутии и России. В настоящее время эта категория насчитывает 5300 человек. Самые старшие отметили 80-летие. Нижняя возрастная граница начинается от 45 лет. К молодым ветеранам труда относятся сотрудники органов МВД. Республиканское звание присваивается мужчинам с трудовым стажем от 25 лет. У женщин стаж должен составлять не менее 20 лет. Одной отрасли человек должен отдать 15 лет. При наличии государственных наград гражданин становится ветераном труда России. Выплаты у них соответственно составляют 1071 ежемесячные денежные выплаты. За коммунальные услуги тоже они получают от нас 1604 рубля ежемесячно. Помимо ежемесячных денежных выплат и частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг, ветераны труда имеют право на возмещение 80% санаторно-курортного лечения. Отдохнуть и поправить здоровье граждане могут в здравницах Якутии. Это у нас Абырал, Якут-курорт, Хату наш, да, Чебдик. В эти санатории они могут поехать. Они платят санаторий 20% от стоимости путевки. А все остальное 80% гасит наше Министерство труда и социального развития. Ездить в санаторий в период, предусмотренный квотой, ветеранам бывает не всегда удобно. Однако отказ от квоты не означает, что гражданину придется отдыхать за полную стоимость путевки. Они могут у нас поехать за свой счет, то есть они могут отдохнуть в самом городе Якутске 14 дней, могут отдохнуть в Нижнем Бестяхе на грязи лечебницы, она у нас это пользуется спросом. И в городе Нерюнгри Горизонт есть санаторий у нас. Человек, когда приезжает к нам, отдохнул 14 дней, приезжает к нам, мы ему возмещаем 80% от стоимости путевки. То есть предоставляет нам документы, и мы ему эту денежку переводим. К еще одной наиболее массовой категории получателей выплат относятся семьи, имеющие несовершеннолетних детей. Одна семья может претендовать на несколько видов мер поддержки, как общероссийских, так и республиканских. К федеральным относятся начисления по уходу за ребенком, а также единовременные выплаты. Стоит отметить, что ежегодно появляются новые дотации.
С 2018 года у нас появилось новый вид пособия. Это при рождении первого ребенка, так называемые в народе путинские, в размере 18 599 рублей. С 2019 года у нас еще появилось 3 вида пособия, направленные на улучшение демографии у нас в республике. Это единовременная выплата при рождении, опять-таки, первого ребенка. Это региональный материнский капитал при рождении второго ребенка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка. С прошлого года выплаты из федерального бюджета получают семьи, имеющие детей от 3 до 7 лет. Специалисты отдела детских пособий называют эту выплату наиболее объемной и трудозатратной. Хочется отметить, конечно, повышенную нагрузку, которая сейчас выпала на специалистов, потому что объем действительно большой. Заявители подают заявление через портал госуслуг, либо через МФЦ, то есть мои документы. Каждое заявление требует большого времени обработки, потому что за каждым заявлением-то стоит порядка более 20 запросов в различные структуры и ведомства. С апреля 2021 относительно данного вида пособия произошли существенные изменения. В настоящее время идет прием заявлений на повышенный размер дотации, который полагается лишь части семей. Изменились требования при назначении пособия, добавились запросы в плане движимого и недвижимого имущества. Основной процент отказов в предоставлении повышенного пособия связан с несоответствием. Дотацию в увеличенном размере могут получать семьи, имеющие малый доход, а также ограниченный объем имущества, единиц транспорта и квадратных метров жилья. Рассматривается специалистами материальное положение, то есть имеется в виду, сколько автотранспорта в каждой семье. Допустим, если это многодетная семья, то допускается более 2 автотранспортов. Если это семья, имеющая до 3 детей, то есть, соответственно, если в данной семье находится больше 2 автотранспортов, это является критерием для отказа в получении в повышенном размере. Настоящим испытанием для сотрудников социальной сферы выдался последний год. В 2020-м в условиях жестких ограничительных мер работу с клиентами пришлось перевести в дистанционный режим. Сегодня сохраняется смешанная форма приема документов. Их можно подать как лично, так и через сайт госуслуги и через многофункциональный центр «Мои документы». Сначала, конечно, можно отметить, что гражданами это было воспринято неоднозначно, так как у некоторых было просто не было, то есть, соответствующих учетных записей, то есть они привыкли, как правило, это, скажем так, по старинке, да, то есть работать, приходить сюда непосредственно, но спустя год уже, да, то есть работы в таком режиме, можно отметить положительную динамику, то есть в основная объем подаваемых услуг у нас сейчас подается именно через госуслуги, либо через МФЦ. И, в принципе, даже те же граждане, то есть сейчас все больше и больше положительных отзывов. Со стабилизацией эпидемиологической обстановки возобновляет работу межведомственная мобильная бригада, в задачи которой входит выявление одиноких пожилых людей, входящих в группу риска. Основной акцент в работе ставится на сельскую местность. Жители отдаленных уголков получают разного рода консультативную, методическую, медицинскую и социальную помощь. Также организуется их доставка в райцентр и обратно. Поступает очень много обращений, что, допустим, нужно выехать, например, с отдаленных поселков людям, пройти именно медосмотр, да, то есть какой-то получить здесь квалифицированную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, там, ну и вплоть даже как бы там где-то что-то приобрести, может быть, для дома, то есть таким образом. Данная услуга на самом деле очень востребована, поэтому мы ее сейчас возобновляем. Служба соцзащиты реализует более 70 видов поддержки. Это как денежные выплаты и компенсации, так и медико-социальный уход и хозяйственно-бытовая помощь. В Алтанском районе действуют 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 общего профиля, 2 специализированные. В них проживают более 600 человек. Порядка 200 одиноких и одиноко проживающих граждан являются пациентами отделения помощи на дому. Их соцработники посещают несколько раз в неделю. Татьяна Киселева работает в отделении без малого 20 лет. Сегодня в ее группе 12 пожилых людей. Вот инвалиды, которые более старшего поколения, они больше нуждаются в эмоциональной поддержке, потому что они одни, поговорить не с кем.
Некоторые все ждут своих детей, чтобы пришли, поговорили. Ну, конечно, приходится и убирать по дому, и кормить, то есть приготовлять пищу. Ну и следить за тем, чтобы принимали вовремя лекарства. Также приходится и купать, потому что они в состоянии, некоторые даже в ванну войти. Собираясь к подопечным, Татьяна Анатольевна, как обычно, зашла в несколько магазинов и аптек. Одному нужны лекарства, у второго нет хлеба, а третьему захотелось сладенького. У соцработника нет понятия рабочего дня и стабильных выходных. Одиноким пожилым людям помощь может потребоваться в любое время, и отложить ее на потом нельзя. Ну вот у меня есть одна бабушка, к ней приходится ходить каждый день. Поэтому вот, каждый день мы с ней общаемся. В отделении помощи на дому Управления соцзащиты по Алданскому району 21 социальный работник. Помимо оказания помощи постоянным подопечным, сотрудники откликаются на разовые просьбы пожилых граждан, не являющихся пациентами отделения. Та же аптека, та же доставка продуктов питания, поэтому мы никому не отказываем, отзываемся на все телефонные звонки, на все просьбы наших граждан. С большинством пациентов у социальных работников давно сложилась теплая дружба. Профессиональная пригодность определяется такими качествами, как доброта, милосердие, сострадание и чуткость. Не каждый может войти в такое положение, когда подопечному нужна помощь каждый день. И соцработник вынужден порой приходить к своему подопечному ежедневно, независимо от того, что по положению у нас 2 раза в неделю. И порой подключают и мужей своих, и детей, потому что нужна не только женская помощь, но и порой мужская. Это люди, скажем так, особого склада. То есть здесь в первую очередь во главе угла не условия, да, то есть, а именно сам склад характера. То есть это люди, которые всегда готовы прийти на помощь. То есть это отзывчивость, не безразличие к проблемам и к боли других людей. Потому что социальные работники зачастую у нас заменяют даже родственников, когда посещают граждан, да, то есть они становятся им практически как частью их семьи. Умение сопереживать и принимать близко к сердцу проблемы другого человека – качество, присущее всем сотрудникам социальной сферы, независимо от подразделения и отдела. Несмотря на огромное количество документов, сводок, справок и прочих бумаг, любой специалист работает прежде всего с людьми, касаясь судеб, семей и житейских обстоятельств. Конечно, семьи бывают разные, и бывают ситуации очень разные, неоднозначные, поэтому и требуется каждой семье особый подход. 8 июня сотрудники социальной сферы отмечают профессиональный праздник. Традиционно в торжественную дату подводятся итоги и намечаются перспективы. Безусловно, сложности имеют место в любой сфере. Специалисты и соцработники убеждены, все проблемы и вопросы решаемы. Помощь ближним в любой ее форме была и остается бесценной.